Это «Атмосфера кино» и я, ее ведущий Ринат Музафаров. Здравствуйте. В следующие несколько минут мы расскажем о главных новинках кинопроката, приведем мнение и обсудим последние новости индустрии. Будет атмосферно. Сегодня в программе вы узнаете о новом хоррор-фильме «Мама», сюжет которого вертится вокруг отношений молодой пары, обитающей в уединенном особняке посреди прекрасного поля. В нашем традиционном обзоре мы расскажем о том, что именно нарушит безмятежное существование супругов, развинтим картину на составляющие и обсудим другие новинки этой недели. Не успели любители большого кино перевести дух после возвращения адского клоуна Пеннивайза. В мировой прокат ворвался самый маститый голливудский визионер Даррен Аронофски. Режиссер и раньше испытывал тягу к физиологическим метаморфозам, проверяя на прочность нервы своего зрителя, а теперь и вовсе решил себя ни в чем не ограничивать и слепил новую киноленту целиком в жанре хоррор. Встречайте фильм с восклицательным знаком в заглавии «Мама» Даррена Аронофски в объективе «Атмосферы кино». Мы проводим здесь все свое время. Этот дом станет похожим на рай. Она перестроила его до последнего гвоздя. Все продумала до мелочей. Подходя к обзору нового психологического триллера «Мама», стартовавшего в прокате на прошлой неделе, сфокусируем свое внимание на личности режиссера-постановщика картины. Сегодня Даррен Аронофски – один из самых тревожных и шокирующих режиссеров современности. В копилке его работ «Наркотический трип», «Реквием по мечте» и «Черный лебедь», обитающий в закулисье большого балета. Созданные им образы метят прямиком в подсознание зрителя и остаются в памяти масс на многие годы. Ради такой роли оскароносной Дженнифер Лоуренс пришлось внести определенные корректировки в свой съемочный график. Актриса отказалась от участия в мелодраме «Проект Рози», а потом и вовсе закрутила роман с постановщиком. По слухам, вместе звездная пара уже год, но на экране перед нами предстает менее счастливая история. Ты счастлив? Я люблю тебя. Перед нами загородный дом, внутри которого обитает бездетная пара. Он прославленный поэт, страдающий от затянувшегося творческого застоя. Она постоянно доводит до блеска свой викторианский особняк, расположившийся посреди прекрасного поля. Героям фильма отказано в именах, хотя ему, очевидно, уже удалось на своем имени нажиться, обеспечив семье вполне безбедное существование. Такая изолированная жизнь могла бы стать благословением для пары, которая всем своим существом ищет уединения. Но как бы сильно супруги не притворялись, сейчас в их отношениях царит определенное напряжение. События получают развитие, когда на пороге их дома появляются незваные гости. Прошу, проходите. Привет. Привет. Я его не знаю. Мы не можем приютить незнакомца. Здравствуйте. Здравствуйте. Ты знал, что у него есть жена? По мере развития событий картина получает свой неповторимый характер, напоминающий по духу интимный хоррор «Ребенок Розмари», косвенно отсылающий к «Сиянию» Стэнли Кубрика и использующий методологию Ларса фон Триера. Работа над проектом, между тем, изначально велась в строжайшем секрете. Даррен Аронофски позаботился, чтобы достоянием общественности на период производства не смогли стать ни наметки сюжета, ни замысел, ни даже жанр будущей картины. Известны были только исполнители главных ролей в фильме, что само по себе уже обещало многое. У него в сумке твои фотографии. Зачем ты рылась в его вещах? Оскаровская любимица и героиня «Голодных игр» Дженнифер Лоуренс не просто исполнительница главной роли, а эпицентр всех происходящих событий. История целиком подается глазами девушки, эффект чего достигается за счет мастерства Мэтью Лобатика, постоянного оператора Даррена Аронофски. Поговаривают, что на съемочной площадке была оборудована специальная комната, в которой актриса релаксировала после съемок особо напряженных сцен фильма. Партию ей составляет Хавьер Бардем, вероятно, самый известный испанский актер современности и, надо сказать, справляется со своей задачей не менее блестяще. Эти люди пришли ко мне.
К финалу действия в фильме планомерно превращается в цирковое инферно, неистовую вакханалию в сумасшедшем доме. При этом оценивать фильм как хоррор в традиционном понимании довольно непросто. Отметим лишь, что данный элемент представлен в фильме обезумевшей, но отнюдь не обезличенной толпой. И ни один другой фильм не заставляет после просмотра так бешено озираться, реагируя, что противоестественно, на людское оживление вокруг. Да поможет вам Бог. Вообще, картина представляет собой сплошную аллегорию и метафору. Аронофский явил миру не просто ужастик, а настоящую космогонию с богом, дьяволом, апокалипсисом и Девой Марией. Интересно, что ранее фильм успел стать главным венецианским скандалом этого года, во многом потому, что он же был самой ожидаемой картиной, вошедшей в конкурсную программу. Премьерный показ разделил зрителей на два полярных лагеря. Пока одни провожали картину свистом и улюлюканьем, другие, охмелевшие от восторга, пытались дешифровать видение Аронофски. И можно предположить, что в мировом показе картина вызовет аналогичную реакцию. Ты даешь и даешь и даешь. Но этого всегда мало. Резюмируя впечатления по шкале киномера, наградим новый фильм Аронофски следующими тезисами. К. Крепкое И. Идейное Н. Новаторское и О. Откровенное кино. Нельзя не отметить острое маркетинговое чутье Даррена Аронофски. Снискав скандальную славу, его новый фильм выходит в мировой прокат сразу после Венецианского кинофестиваля, пока не остыли в воздухе горячие высказывания в адрес его фильма. Горячие, потому что независимо от того, какой комплекс эмоций вы испытаете от просмотров, этот фильм точно не оставит вас равнодушным. И поверьте, такой опыт стоит 2 часов вашей жизни. Переходим к другим новостям кино. В тебе есть то, что было когда-то во мне. То, чему нельзя научить. Агенты самой стильной шпионской службы Британии возвращаются на экраны кинотеатров. События второй части «Кингсмен. Золотое кольцо» разворачиваются на фоне руин старой штаб-квартиры агентов. Неизвестные не только нанесли ущерб организации, но и захватили в заложники весь мир. Британские суперагенты обнаруживают, что в один день вместе с их организацией была еще создана американская разведка «Стейтсмен». Теперь эти две элитные спецслужбы должны объединиться и бросить вызов общему безжалостному врагу. Кинотеатр «Атмосфера» приглашает всех посетить грядущую премьеру. Пластиковые лего-человечки никогда не выходят из моды. Новый лего-ниндзяго фильм обещает показать эпическое столкновение, которое проверит на прочность неистовую, но не самую дисциплинированную команду современных ниндзя, стоящих на страже Ниндзяго-Сити. Зеленому ниндзя Ллойду и команде придется научиться усмирять свое самомнение, чтобы по полной проявить свои боевые таланты. Премьера новой картины для юных зрителей стартует с 21 сентября в кинотеатре «Атмосфера». Адреналиновая зависимость у всех проявляется по-разному. Кто-то лезет на крыши и любуется городскими пейзажами с высоты птичьего полета, а кому-то достаточно периодически посещать сеансы хоррор-фильмов. К счастью, дефицита в таких картинах мировой прокат пока не испытывает. А снова лезть на крышу до ноябрьских премьер супергеройских блокбастеров мы пока не планируем. Надеюсь, нам удалось передать атмосферу кино, ну а тем, кто хочет полного погружения, пожалуйте на сеанс. Кино настоящее, лучше телевизора, это в нашем классе всеми признано. Об этом не прекрасно, мечтали мы давно, сегодня мы всем классом идем в кино. В следующей программе мы расскажем о том, чем увенчается международный анклав двух супершпионских агентств в новом фильме «Кингсмен. Золотое кольцо» и какие сюрпризы подарит зрителям юный спецагент Экси, для которого спасение мира становится уже привычным делом.